Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Предупредить появление пожара заранее. В селе Табага прошли испытания прототипа жидкости для тушения. Капитальный год. С начала 2022 года участником программы «Дети столетия» стал 561 ребенок. Современные технологии на транспорте. IT-центр Хангаласского района работает над системой отслеживания внутригородских автобусов. В республике состоялось заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров, а также по вопросам подготовки к пожароопасному сезону текущего года. Повесткой стали западные районы республики. Это Мирнинский, Вилюйский, Сунтарский, Нюрбинский и Верхневилюйский. В этом году большие средства предусмотрены на авиацию. Также активно ведется набор новых сотрудников. Сейчас на 564 новых вакансий набрано 333 человека. Всего этим летом планируется задействовать 1119 специалистов охраны лесов. Сегодня мы видим, где-то работа идет хорошо, где-то не очень, где-то откровенно слабо. Мы сделали замечание и уверены, что мы все равно этот вопрос до логического конца доведем. По привлечению бюджетных средств со стороны федералов добились, к сожалению, через такую трагичную картину, как 2021 года. Но и сегодня мы знаем, что почти 5 раз увеличено, и те лесопожарные силы, которые расположены, по сути, по всей территории республики, и в том числе в западной зоне, они увеличиваются, и мы надеемся, что повторения той картины 2021 года в 2022 году не будет. В селе Табага прошли испытания прототипа жидкости для тушения пожара. Главное преимущество раствора в том, что он не замерзает в условиях низкой температуры. Увенчались ли успехом испытания, узнаете из следующего материала. Разработанный Московским государственным техническим университетом имени Баумана раствор был доставлен в Якутск железной дорогой еще в начале года. С тех пор он хранился на улице. Как уверяют специалисты, за все это время раствор сохранял свое жидкое состояние. Проведена целая серия лабораторных испытаний в течение года. Продобран состав, химический состав жидкости, который бы соответствовал температурному режиму, установленному техническим заданием. То есть до минус 45 градусов она должна быть устойчивая как жидкость и в то же время обеспечивать тушение пожара. То есть таким образом было решено продвинуться в решении проблемы замерзания жидкости. Для натурного испытания сотрудники противопожарной службы республики специально подожгли деревянное строение. Как только огонь разгорелся, на место прибыл первый пожарный расчет. Специалисты в транспортное средство предварительно закачали 1200 литров незамерзающей жидкости. На данный момент, сегодня температура минус 30 градусов. Мы видим, что объект пожара потушен. И вода действительно, она пока на данный момент, прошло уже 15 минут после тушения пожара, она не замерзла. Для Якутии у нас присущи такие факторы. К опасным факторам пожара у нас при затяжных пожарах в зимнее время появляется льдообразование, парообразование, что мешает успешному быстрому тушению пожара, развившихся пожаров на больших площадях. Кроме сохранения жидкого состояния, раствор должен быть и экологичным. Так в состав жидкости были добавлены только те компоненты, которые не несут вреда окружающей среде. Я думаю, что эксперимент достаточно удачный, и он полезный будет. В будущем мы будем ее применять в промышленных условиях для нашей республики. В дальнейшем у нас разрабатывается дорожная карта по внедрению в промышленное производство, и в рамках этого будет создана различная инфраструктура, и организационная, и финансовая сторона будут решаться. Незамерзающая жидкость для тушения пожара была разработана в рамках соглашения о сотрудничестве между республикой и университетом имени Баумана. Подобная жидкость, как отмечают специалисты, наиболее актуален и необходим для применения в арктических районах Якутии. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Табага. Между тем, работу школьных кружков, секций дополнительных занятий малыми группами не более 15 человек разрешили в столице республики с 21 февраля. Такое решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии города. Образовательные организации должны организовать генеральные уборки в помещениях с применением дезинфицирующих средств. Также они продолжат профилактические мероприятия с родителями по ограничению посещения детьми мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания.
Совместные профилактические рейды в Усть-Нере проводятся давно и регулярно. Это позволяет службам быть в курсе и вовремя реагировать на ситуацию. В этот раз в рейде принял участие и наш коллега. В составе группы инструктор противопожарной профилактики, представители полиции и отделения Центра помощи семье и детям. В рамках рейда мы проводим поквартирные подворовые обходы, проводим инструктаж с жильцами, рассказываем о том, как вести себя при пожаре, о том, как предотвратить возгорание на ранних стадиях и обезопасить себя и своих близких. На сегодняшний день в управлении социальной защиты населения на учете состоят 30 семей, находящихся в социально опасном положении, и 62 семьи, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2021 году проводилось 37 межведомственных рейдов, посещено 166 семей. В ходе патронажей проводятся индивидуальные беседы с родителями, так и с несовершеннолетними, и консультации по проблемным вопросам семьи. Данная семья поставлена на учет в Центр помощи семье и детям в декабре прошлого года. Семьи в социально опасном положении находятся на постоянном контроле и посещаются ежемесячно. Хозяйка квартиры, мать-одиночка Людмила Хейникайнен, получила эту квартиру в 2014 году. 3 детей. Жалуются на бытовые условия. В квартире холодно, ветхая электропроводка, проблемы с водоснабжением. Если на первом этаже кто-нибудь включает, у меня вообще капелька течет. Да, и мне они стоят в мыле, мне не помыть. Завтра, вот, допустим, завтра нам, вот в школу, там в садик. Мне надо их помыть. Напора нету, потому что все с работы в 6 часов приходят, 6:30, я не могу элементарно посуду помыть. Дом действительно в 2016 году признан аварийным и стоит в плане расселения на 2023 год. Есть надежда, что семья скоро улучшит бытовые условия. А чтобы предотвратить возможные неприятности, инструктор противопожарной профилактики пообещал установить бесплатно пожарный извещатель. Да, мы придем, все бесплатно установим сами за свой счет. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Республиканской программой «Местные кадры в промышленность» на момент начала ее реализации в 2017 году охвачены более 40 промышленных предприятий Якутии. В числе первых соглашение с Министерством труда подписали алданские предприятия. Как работает программа в золотодобывающей отрасли, узнавал Руслан Павлов. Цели республиканской программы «Местные кадры в промышленность» были очевидны и понятны. При росте производства сбалансировать кадровый потенциал в исторически сельскохозяйственной Якутии. Однако главным объективным фактором нежелания сельского населения переезжать в развитые районы стало отсутствие комфортабельного жилья в местах промышленного производства. Крупный бизнес учел промахи и начал строить. В рамках этого мы уже построили 2 года назад и сейчас начинаем строительство новых общежитий, современных, секционных, удобных. И вот буквально в прошлом году была принята такая программа, называется «Дом РФ». Это строительство 2 домов, порядка 120 квартир, куда люди будут приезжать своими семьями. Почувствовав изменение условий труда и перспективы карьерного роста, якутяне потянулись к промышленным центрам. А Ян Собакин приехал в Алдан 6 лет назад и ни разу не пожалел о своем решении. Не жалею, что устроился. Был приобретен огромный багаж опыта, и что теоретического, что практического, все на высшем уровне. Семья сюда переехала, со мной рядом, и работа близко. Однако те, кто приезжают в полюс Алдан на работу, не всегда имеют опыта и представления о горном производстве. Приходится людей переучивать и повышать уровень их знаний и практических навыков. Дефицит людей просто колоссальный. У нас на сегодняшний день незаполненных вакансий где-то 230 человек. Это почти 10%. Поэтому, безусловно, лучше людей вести, обучать, готовить. Исторически так сложилось, что в полюс Алдан большая часть работников – это жители поселка Нижний Курана, где дислоцируется компания, и жители Алданского района, то есть свои доморощенные. Они дорожат работой в динамично развивающемся предприятии и служат наставниками для приезжих. За 5 лет полюс Алдан увеличил объемы производства золота почти в 2 раза, полностью обновлен парк техники, завершается модернизация золотоизвлекательной фабрики, запущены в строй новые производства. Спрос на кадры растет, и это уникальная возможность для жителей республики изменить свою жизнь, направив ее в зону благосостояния и комфорта. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лугин, поселок Нижний Куранах, Алданский район.
В Якутии республиканский целевой капитал «Дети столетия» с 1 января получил 561 ребенок. Всего с начала года в республике на свет появилось 860 детей. Из них принято 561 решение о предоставлении целевого капитала в отношении тех граждан, которые имеют право на целевой капитал, то есть являются гражданами Российской Федерации и имеют регистрацию места жительства на территории республики. Ленские мясные полуфабрикаты, выпущенные местным цехом переработки, поступили в продажу. Ежедневно в фирменный магазин «Батамайский» завозится более 50 килограмм пельменей и столько же килограммов разных мясных полуфабрикатов. Подробности далее. Несколько дней назад на прилавках магазина «Батамайский» появились пельмени местного производства. Новый продукт сразу вызвал интерес покупателей. Раскупают его на глазах. Товар вообще пользуется спросом. Люди пока только знакомятся с этой продукцией, потому что продукция новая. В день где-то килограмм 50 привозят. Ну, когда 50 уходит, когда 45 уходит. Ну, вообще как бы разбирают. Пельмени в мясном цехе делают только из натурального мяса с добавлением основных ингредиентов – лука, соли и перца, без дополнительных добавок. Свинина, говядина, комбинированные будут. Мы обещаем жителям города, что эти пельмени будут отличнейшие. Со вчерашнего дня мясной цех расширил ассортимент выпускаемой продукции. Теперь он производит еще и шницель свиной, эскалоп, бифштекс и антрикот. Пробная партия мясных полуфабрикатов уже поступила в продажу. Мясная продукция, полуфабрикаты. Ну, тоже, получается, привезли только позавчера. Люди также знакомятся, интерес проявляют. В ближайшее время в перечне выпускаемой продукции появятся еще и вареники, колдуны, также котлеты, тефтели и голубцы. К лету цех начнет изготовление шашлыков. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Жители Покровска теперь могут отслеживать движение внутригородских автобусов в режиме реального времени. Резиденты IT-центра Хангаласского района совместно с компанией «2GIS» внедрили дополнительную функцию в приложение. Если ранее покровчане заранее выходили на остановку, боясь пропустить автобус, то сейчас им достаточно будет зайти в приложение, нажать кнопку в правом верхнем углу экрана, далее выбрать значок «Транспорт» и на карте увидеть, где сейчас находится нужный им автобус. Новая функция охватывает пока два внутригородских маршрута города Покровск – номер 9 и номер 10. Я думаю, разработка очень хорошая, очень удобная, очень хорошо наблюдать за автобусом, где он едет, и, мне кажется, полезная для общества. На этом у меня пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.